Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайрле киш. Итак, 3 апреля 2023 года указом Владимира Путина создан Государственный фонд «Защитники Отечества». Филиалы фонда работают по всей стране. Одним из первых филиал был открыт в Татарстане. Как продвигается работа, какие проблемы ветеранов СВО и их семей помогает решать фонд, новая организация. Это тема нашей сегодняшней программы. Фонд защитников Отечества. Цели и задачи. На протяжении всей программы на экране, на ваших экранах телезрителей будут появляться контакты фонда, горячие линии, адреса в социальных сетях, чтобы вы знали, куда и за какой помощью можно обратиться. С удовольствием представляю гостей в нашей студии, чтобы они максимально подробно рассказали всем, кто в этом нуждается, чем им сегодня могут помочь. Гузель Любисовна Удачина сегодня впервые на ТНВ в этом статусе, как руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан. Хайрле киш, рада вас видеть. Хайрле киш. С нами сегодня тоже впервые, и мы рады видеть, Дмитрий Павлович Тамбовцев, ветеран специальной военной операции, доброволец, награжден орденом службы и храбростью первой степени Луганской Народной Республики. Здравствуйте. Добрый. С нами сегодня Айгуль Азатовна Сабирова, заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан. Ирик Рафаэлович Хабибулин, начальник управления социальных выплат отделения Социального фонда России по Республике Татарстан. Добрый вечер. Добрый. Асу Абраровна Закирова, заместитель начальника отдела методологии и мер социальной поддержки Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Хайрле киш. И с удовольствием представляем Гузель Фирдаусовна Мухамадиева, клинический психолог Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева, психолог фонда «Защитники Отечества». Рады вас видеть. С нами на скайпе сегодня социальные координаторы, чьи истории мы тоже потом услышим, чуть позже, пока представляю. Ольга Владимировна Ильдукова, социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан в городе Альметьевск. Добрый вечер. Добрый вечер. И Марина Анатольевна Куцакова, социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан в Высокогорском районе, заместитель руководителя комитета семей воинов Отечества. Здравствуйте. Так, не услышали мы пока «здравствуйте», но вроде бы на связи, надеюсь, все будет хорошо. Начнем с того, что о необходимости особой помощи участникам специальной военной операции, ветеранам и их семьям, президент России Владимир Путин заявил еще в феврале этого года. В послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил о необходимости персональной поддержки каждого, кто встал на защиту Родины, а также их близких. Я предлагаю сейчас посмотреть фрагмент этого выступления и вспомнить, как все начиналось. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи – простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Обращаю внимание, уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации. Гузель Любисовна, вот понятно, в феврале прозвучало, в апреле подписан указ, с 31 мая состоялось открытие, 1 июня фонд уже открыл двери для всех. Ну вот, казалось бы, много организаций, да, и все, что касается социальных служб, медицинских организаций, все, что касается там той же самой спортивной подготовки, для чего в конечном итоге нужен был принцип этого единого окна? И насколько сегодня оказалось, что все это, сегодня стало понятно, что все это было правильно, нужно и вовремя? Ну, прежде всего, я бы хотела обратить внимание на знаковое поручение президента нашей страны о создании фонда, уникального совершенно учреждения государственного, которого никогда еще не существовало в истории нашей страны. Ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганской войны, иных вооруженных
конфликтов никогда не создавалась подобного рода организации, которая была бы нацелена на поддержку тех ветеранов, которые появлялись в нашей стране уже после окончания этих конфликтов. Тем самым, на мой взгляд, наше государство, руководство нашей страны демонстрирует сегодня ответственность. Ответственность перед теми людьми, которые сегодня защищают наше будущее. И наша задача сегодня, государство прежде всего, защитить их будущее, тогда, когда они вернутся со специальной военной операции, и поддержать, помочь и позаботиться о родных, семьях, близких, тех ребят, которые, к сожалению, погибли. Вот цель создания фонда, собственно говоря, в этом. Да, совершенно особые форматы работы этого фонда, опять же, они уникальны. Но прежде всего уникальна сама профессия. Новая профессия появляется, социального координатора. Это основные сотрудники Государственного фонда «Защитники Отечества». Надо сказать, что это прежде всего люди, которые прошли специальное обучение, подготовку. Это не случайные люди, которые обладают достаточно серьезными профессиональными знаниями. И что еще, наверное, даже более важно, да, это люди, которые морально-психологически готовы и желают помогать, вникая глубоко в проблему каждой семьи, каждого ветерана, в решении тех проблем, которые есть. Вот это сопереживание, вот эта проактивность их во взаимоотношении с теми людьми, которые к нам приходят, является, наверное, принципиально важной. Вторая особенность, наверное, которую надо сказать, говоря о деятельности фонда, это то, что впервые, опять же, предусматривается именно персональное, комплексное сопровождение. То есть за каждой семьей погибшего бойца, за каждым ветераном специальной военной операции закрепляется социальный координатор, его персональный социальный координатор, который оказывает содействие в решении тех проблем, с которыми сталкивается семья, либо конкретный ветеран. Это тоже особенность. И принцип одного окна. То есть не случайно и сама специальность профессия называется социальный координатор. То есть задача именно координировать деятельность вот всех тех органов, которые сегодня призваны оказывать различные меры поддержки, каждый в своей отраслевой сфере, координировать, чтобы все эти меры поддержки были оказаны конкретной семье. Принцип одного окна. Придя к нам в филиал, обратившись к нашим социальным координаторам, семья, либо ветеран специальной военной операции имеет возможность здесь на месте решить те проблемы, с которыми он столкнулся, не обращаясь уже куда бы то ни было в другие органы. Поэтому не случайно на базе филиала у нас работают, это организовано удаленное рабочее место, представители различных служб. Это и социальный фонд, наши партнеры все, это и сотрудники Министерства труда, занятости, соцзащиты, это и Министерство по делам молодежи, это и военный комиссариат. То есть вот все те службы, которые необходимы для оказания помощи и поддержки людям вот в любой момент. Кроме того, еще одна особенность деятельности нашего филиала – это проактивный формат. То есть у нас не заявительный порядок работы с гражданами. Мы не ждем, когда они к нам придут. Конечно, мы их тоже ожидаем и будем рады их видеть в стенах нашего филиала, но не только в этом. Проактивный предполагает, что, выявляя те или иные семьи, наши социальные координаторы могут оказаться на пороге их домов с предложением этой помощи. В этом заключается как раз проактивный формат. С 1 июня начали работать, Гузель Бисовна. Сколько человек обратились, если на сегодняшний день более 800 человек по Республике Татарстан обратились в адрес социальных координаторов. Всего на сегодняшний день в Татарстане работают 39 социальных координаторов в 17 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Задача стоит до конца года в том, чтобы все социальные координаторы работали бы у нас в каждом муниципальном образовании республики. Хорошо. Вот Дмитрий Павлович как раз здесь. Про фонд вообще когда услышали, это один вопрос. А вот когда вы уходили добровольцем, было, я думаю, много вопросов на тот момент, где, что, как. Потом вы вернулись, когда завершился контракт, вернулись после ранения. Все верно. Вообще понимали, куда обращаться? И вообще куда обращались? Вообще что делали? Ну, на самом деле, в силу ряда обстоятельств возникли некоторые проблемы, да?
утеряны документы, продолжение лечения в госпитале уже в статусе, скажем так, гражданского человека. Как все это будет происходить, было не совсем понятно. О фонде услышал также по телевизору. Очень просто в интернете забил, нашел адрес, приехал. Это было практически в первые дни открытия фонда, то есть в июне месяце. Сразу достаточно так отнеслись с пониманием, все проблемы выслушали. Всегда был на связи, то есть все записали, сказали, мы будем держать на связи. Практически каждый день звонили, не было звонков, не было каких поступлений информации. И достаточно оперативно и быстро нашли способ решения моей проблемы. То есть это был приглашен специалист от военкомата, который подсказал мне, что нужно делать, куда обращаться, что им нужно будет привезти, какие документы не стоят. И проблема была решена буквально в течение нескольких дней. То есть и документы были восстановлены, да, и все остальные касающиеся лечения, я правильно понимаю? Все верно. Ну, если можно, за какое время все это от вашего обращения до решения? Сейчас я уже так и не помню, что-то может быть неделя, может быть полторы. То есть я представляю, что было, в принципе, да, если человек просто рядовой начинал бы какие-то процессы запускать. Я начал все это достаточно заранее, то есть я примерно знал, что мне нужно в августе попасть в госпиталь, и примерно представлял, что мне нужно, какие документы восстановить. То есть не было спешки, я сразу сказал, что мне не нужно это сделать завтра. В принципе, сразу сказали, что, наверное, вопрос займет какое-то время. Поэтому тут мы достаточно, я считаю, достаточно оперативно все было решено. И от меня был минимум. То есть я пришел, показал документы, объяснил суть проблемы, меня выслушали, сказали, все, как будет какое-то решение, мы вам позвоним. Каждый день звонили, узнавали, на какой стадии не было звонков, не было каких-то изменений, чего-либо, каких-то данных. Все, встреча с представителем военкома была назначена какое-то время, я приехал, тут же меня приняли. Все записали, и проблема была решена, я считаю, в кратчайшие сроки. Хорошо, спасибо. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим. Не переключайтесь. Дмитрий Павлович, в принципе, вы сейчас говорили про в кратчайшие сроки все решения вопросов через фонд. Насколько сегодня ветеранам СВО, участникам СВО, такой фонд необходим, действительно? Целая структура, это государство, да. это ведомство, это большая машина государственная. Да, не всегда у всех есть время. То есть по возвращении, при окончании контракта, в моем случае потеряны были документы, да. Кто-то, куда идти, что делать? Вот это единственный вопрос, да. То есть куда с наименьшим потерям времени. Хочется все свои проблемы решить с наименьшим потерям времени. Поэтому фонд в данном конкретном случае, я считаю, это идеальное решение для того, чтобы решить такого рода проблемы. Хорошо, спасибо. Я сейчас все-таки к социальным координаторам, к той профессии, которая сегодня появилась. Люди не случайно туда приходят, Гузель Убисовна сказала, но я сейчас представляю координаторов, которые, наверное, более чем не случайные, да? Ольга Владимировна, вы вдова участника СВО, и вы пришли работать в фонд социальным координатором. Я так понимаю, что вы были человеком совсем другой профессии и занимались совсем другим в этой жизни. Правильно или неправильно? Почему? Кем вы были и как сделали этот выбор, чтобы выбрать фонд защитника Отечества и эту работу? Всем добрый вечер. Я была до этой профессии бизнес-тренером, специалистом по обучению в компании Таттелеком. Затем я ушла оттуда в декрет. У меня сейчас маленький ребенок, сыну всего лишь 1 год и 2 месяца. Но когда я потеряла мужа в феврале этого года, я стала вдовой, к сожалению. То есть я собрала всю силу в кулак, и в марте месяце глава нашего города предложил мне, если будет такая возможность, стать социальным координатором в городе Альметьевск, я сразу согласилась, потому что я через себя проношу это горе. Я понимаю, как тяжело будет семьям погибших, и мне очень хочется помочь именно этим людям, так скажем, перенести это горе все-таки с наименьшими потерями. И мне очень радостно именно от того, когда люди идут ко мне на контакт, и мы стараемся и помогаем им, и после этого видеть все-таки, как сказать, добродушие, что ли, в них. Потому что, к сожалению, сначала, в самом начале не все воспринимали нас как все-таки союзников, так скажем.
Хорошо, спасибо, Ольга Владимировна. Марина Анатольевна, жена кадрового военного, тоже, который не понаслышке знает, что такое служба. Марина Анатольевна, почему вы решили работать в фонде, и что для вас работа социальным координатором? И насколько тяжело? Давайте еще и об этом скажем. Добрый вечер. На последний вопрос отвечу: нисколько не тяжело. Эта профессия вот лично нам, социальным координаторам, очень интересна. Мы общаемся каждый день с людьми, которые обращаются к нам за просьбой, за помощью, которую мы можем оказать им. Оказываем сразу, не откладывается ни на какое-то там определенное время. Человек пришел, мы оказали им помощь. Это очень важно, тем более нашим ребятам, которые вернулись оттуда, и кто-то, например, там потерял кто-то стопу, например, ампутант. И получается так, что мы им оказываем помощь, им это необходимо. Хорошо, спасибо большое. Сейчас вот Гузель Бисовна сказала, что ждем, что филиал фонда откроется по всей республике. Да? Я сейчас предлагаю вспомнить, как 31 мая открывался татарстанский филиал. Вот как и говорили, кабинет социальных координаторов, группа психологической и юридической помощи, конференц-зал, место подобрали с учетом с удобной транспортной логистикой. Да? Это дворец химиков. Созданы необходимые условия для людей с особенностями здоровья, что тоже немаловажно. Вот посмотрим буквально, как все это выглядит. Раис республики был как раз на открытии. По принципу экспертной группы, мы ее так назвали, куда мы будем приглашать всех специалистов. Хорошей работы вам. И опять без ответа. Сегодня мы открываем филиал нашей республики. Это даст дополнительную возможность решать вопросы ветеранов СВО системно и на высоком уровне. Помощь бойцам и членам их семей – одно из приоритетных направлений в нашей работе. С самых первых дней мы оказываем им все необходимые меры поддержки. Наша главная задача – окружить заботой и вниманием каждого ветерана СВО и их семьи, особое внимание уделить семьям погибших, к сожалению. Впереди большая и ответственная работа. Ни одна проблема и жизненная ситуация не должна оставаться без внимания. Мы со своей стороны и впредь будем оказывать всестороннюю поддержку деятельности фонда. Гузель Бисовна, вот подытожив, то есть 2 месяца работы, да? Чуть меньше. Да, чуть меньше. Самые частые проблемы, самые частые вопросы, с которыми приходят? То есть какая сфера, какое направление? Ну, я бы хотела обратить внимание, что, учитывая, что специальная военная операция еще пока не завершена, ветераны специальной военной операции пока не так многочисленны. Основное количество граждан, основная категория граждан, которые сегодня к нам обращаются, это действующие участники специальной военной операции, которые находятся дома, в отпусках, там, по ранению, либо в очередном отпуске, и члены семьи участников, действующих участников. И, безусловно, несмотря на то, что основной акцент сделан все-таки на сопровождении ветеранов и семьи погибших, мы работаем и с этой категорией тоже, оказываем содействие в решении тех проблем, которыми сталкиваются и эти наши семьи. Поэтому и спектр вопросов, которыми сейчас в которых мы оказываем содействие, он существенно расширяется. Безусловно, на одном из первых мест это оказание помощи в медицинском обслуживании, это оказание помощи в медицинской реабилитации. То есть, если есть проблемы в этой части, то прежде всего человек обращается с этой проблемой. Особенно в начале нашей деятельности были определенные вопросы и востребовано оказание содействия в получении статуса ветерана боевых действий, собственно, самого удостоверения. И здесь мы тоже оказывали активное содействие совместно с военкоматом. В основном военкоматы занимаются этим вопросом достаточно оперативно. Сейчас эти вопросы отладили, и они решаются. Безусловно, это и обращение по вопросам оказания мер социальной поддержки. Я не могу сказать, что есть какие-то особые проблемы с оказанием этих мер социальной поддержки и по линии социального фонда, и по линии органов социальной защиты Республики Татарстан. Все меры социальной поддержки, положенные по законодательству, федерального, скорее регионального не информированы, уровня. да? Просто пока не понимают, куда...
куда что и полагается. Поэтому, Возможно, да. То есть у людей есть информация общее представление о том, что есть какие-то меры социальной поддержки, какие из них какие, и за какими куда идти, может быть, не всегда понимают. И вот особенность в том, что придя к нам в фонд, учитывая, что у нас здесь есть представители и социального фонда, и органов социальной защиты, один из них оказывает орган региональные меры поддержки, другой федеральные органы. Никуда больше ходить не нужно, тут же можно подойти к этим специалистам, и если эти меры поддержки не оформлены, то тут же их оформить. То есть вот такого рода обращение тоже было. Учитывая, что все-таки лето, были к нам обращения за содействием в получении путевок детей в летние оздоровительные лагеря. Вот мы здесь очень честно работаем с Министерством по делам молодежи. Также, учитывая период вступительных экзаменов, были обращения, связанные и с поступлением ребят, членов семьи, участников специальной военной операции на профессиональное обучение. Хорошо. Ирик Рафаэлович, вот на данный момент какую помощь оказывает ваше ведомство участникам, ветеранам СВО? Как получить, к вам обращаться, сразу в фонд идти? Вообще, минуя вас теперь уже, да, обращаться к Гузель Любисовне. Давайте вот попробуем подробнее, да, рассказать, что есть, какие возможности. Начать, наверное, все-таки стоит с членов семьи участников СВО. Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года введено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это не новое пособие, а пособие, которое объединило ранее существовавшие. Особенностью этого пособия в отношении членов семьи участников СВО является в том, что постановлением правительства Российской Федерации для них определен особый порядок. Особый порядок заключается в следующем, то что доходы участника СВО или периоды отсутствия доходов не учитываются при определении права. Но гипотетически и практически это создает больше шансов, что оно будет назначено, и оно будет назначено в большем размере. Здесь необходимо проговорить, что единое пособие, как мы его все с вами называем, потому что оно объединяет совокупность ранее существовавших мер. Размер пособия он дифференцированный, 50, 75, 100% прожиточного минимума на ребенке. Здесь необходимо, наверное, сказать, что в Республике Татарстан прожиточный минимум ребенка это 11 852 рубля. Размер дифференциации зависит от дохода семьи. В данном случае от дохода мамы ребенка. Учитывается как финансовая обеспеченность, так и имущественная обеспеченность. Особенностью, проговорил в отношении отца, то, что доходы не учитываются, мера назначается на 6 месяцев, после истечения этого срока возможно повторно обратиться. Это особенность в отношении единого пособия. Также есть специальные меры в отношении семей, имеющих детей. Опять же, пока продолжу эту линию. Это ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воинскую службу по призыву, мы говорим, по мобилизации. Это пособие назначается на детей до 3 лет. Сумма там фиксирована, это 15 548 рублей ежемесячно. То есть на ребенка от 0 до 3 лет, если папа участвует в специальной военной операции. И также у нас есть меры социальной поддержки в отношении беременных жен, участников специальной военной операции. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего, призван по призыву или по мобилизации. Сумма там, наверное, хорошая, это 36 278 рублей. Хорошо. Что еще? И вот я говорю, к вам или в фонд? Куда обращаться? Вот как обращаться можно в фонд, обращаться можно к нам. Мы очень тесные партнеры, из-за этого у нас двусторонняя связь. Человек обратился к нам, мы взаимодействуем с фондом, человек обратился в фонд, они взаимодействуют с нами. Хорошо. Куда удобно? Да. Клиентских, договорю, прошу прощения, клиентских служб в республике 51 клиентская служба, социальных координаторов чуть поменьше. Из-за этого в ряде районов Республики Татарстан они обратятся в клиентскую службу, потому что пока это единственный, наверное, представитель. Там, где есть социальный координатор, то можно через социального координатора. То есть созданы те условия, куда удобно, туда человек и подойдет. Но к вам нужно обратиться конкретно по выплатам, да? Какой еще спектр услуг? Здесь можно продолжить. Мы с вами проговорили. Участники СВО, имеющие удостоверение ветеранам боевых действий, об этом мы тоже только что проговорили, имеют право на ежемесячную денежную выплату. Здесь, наверное, сумму тоже проговорю. Размер выплаты – это 3896 рублей 19 копеек, и в том числе набор социальных услуг. Там, в подробности уже не буду уходить, да, там, каждому разъясним. Все знали. Угу. Да. Если же участник СВО будет установлена инвалидность в причину объективных, наверное, причин, если это общее заболевание, то размер ежемесячной денежной выплаты зависит от группы инвалидности. Если же это военная травма, то сумма будет фиксирована, это 7081 рубль ежемесячно. Также, если установлена инвалидность, участник специальной военной операции имеет право на ежемесячную денежную компенсацию. Она зависит от группы инвалидности. Сумму можно, наверное, тоже проговорить. Да.
в зависимости от группы инвалидности. Первая группа – это 21 900 рублей, вторая группа – это 10 962 рубля, третья группа – это 4 384 рубля. Здесь да, сейчас 2 секунды. вынуждены прервать. Уходим на новости Татарстана, потом продолжим, потому что список, я так понимаю, большой, где-то можно будет и на сайте с этим тоже ознакомиться, да, потом подробнее скажем. Так что не переключайтесь, увидимся во второй части программы. Еще раз добрый вечер. Приветствуем всех наших телезрителей. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня говорим о работе Фонда защитников Отечества. Что, где, для кого, почему, какие и какую помощь и поддержку здесь могут оказать. Мы остановились на социальном фонде. Мы услышали, какие выплаты можно получить через социальный фонд, обратившись и туда, и в Фонд защитников Отечества. Есть ли какая-то более полная информация? На сайте, возможно. Телефон горячей линии, где можно получить участникам СВО, ветеранам СВО всю информацию их семьям. Абсолютно правы. Вся подробная информация есть на сайте социального фонда sfr.gov.ru. Телефон единого контактного центра 8 800 100 00 01. Ну и социального фонда для семей, где можно подчеркнуть всю информацию и ВКонтакте, и в Телеграме. То есть любые связи, любые средства коммуникации. Хорошо, спасибо. Министр защиты Алсу Абраровна, вот на данный момент тоже какие меры через ваше ведомство, какие меры поддержки оказываются участникам ветеранам СВО? Осведомлены ли, насколько часто обращаются? Хорошо. В республике установлен ряд мер дополнительных к федеральным выплатам членам семей участников СВО и самим непосредственно участникам СВО. В первую очередь это единовременная выплата в размере 360 тысяч рублей для лиц, проходящих военную службу в именных батальонах Алга и Тимир. Указанная выплата назначается у нас министерством на основании списков военных комиссариатов. То есть граждане, когда заключают контракт, они уже как бы попадают к нам, их информация о них, да, и мы назначаем без непосредственного обращения гражданина в органы соцзащиты. Вторая выплата – это также единовременная выплата несовершеннолетним детям участников СВО. Если в семье участника СВО есть дети до 18 лет, мы выплачиваем на основании заявлений, которые подают, ну, в большинстве случаев, конечно, мамы, в органы социальной защиты, единовременную выплату выплачиваем в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Также у нас в рамках программы социальной догазификации установлена субсидия на проведение газа внутри домовладения и приобретение газового оборудования. Есть ряд категорий, в том числе сидят и категория участников СВО и членов их семей. Максимальный размер выплаты 100 тысяч рублей. Это касается тех домовладений, которые проводят газ, в основном новых, также обращаются в органы социальной защиты с пакетом документов и получают возмещение в виде компенсации за затраченные деньги. Не забыты также и семьи погибших участников СВО. Значит, в первую очередь им установлено в дополнение к федеральным то, что они получают через Министерство обороны, дополнительные выплаты единовременные в размере 2 миллионов рублей на семью погибшего. Не надо забывать также, что участники СВО, они отнесены в соответствии с федеральным законом о ветеранах к категории ветеранов боевых действий. Коллега уже упомянул об этом. Если социальный фонд выплачивает им ежемесячную денежную выплату, то органы социальной защиты назначают меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Также, как непосредственно сам ветеран боевых действий, участник СВО, также есть и категория членов семей погибших. Участников СВО, но в рамках закона о ветеранах, они члены семьи погибших ветеранов боевых действий. Алсу Абраровна, вот рассматриваются все эти заявления гораздо быстрее, чем рядовые граждане, да, которые сейчас не находятся на передовой. Есть ли более какие-то сокращенные сроки? Рассматриваем мы их. У нас, как сказать, на территориях есть территориальные органы социальной защиты. По сути, там ведется патронат даже. Если, допустим, к сожалению, там поступает информация о гибели, там уже семья берется уже на уровне исполкомов, подключаются все ведомства, в том числе и органы социальной защиты. Мы выезжаем в семью, собираем документы, и буквально максимально короткие сроки, если позволяет ситуация. Бывают и сложности, конечно, назначение выплаты с документами и так далее. Поиском родственников, в частности, да, по всей России. Бывают моменты, но выплаты назначаются быстро. 20 тысяч рублей на ребенка, участника СВО, также нет никаких препятствий. Там нужно только одно заявление. Мы получаем по межведомственным запросам все сведения о детях,
Очень минимальные хлопоты нет для никаких родственников там этой поволочек ситуации. по этому поводу. То есть у нас, в принципе, все семьи находятся на контроле. Хорошо, спасибо, Гузель Юрьевна. В субботу на совещании Дома правительства Рустам Минниханов говорил о том, что необходимо оказывать качественную медицинскую помощь всем участникам СВО, ветеранам СВО. Вот у нас Дмитрий Павлович как раз сказал, что помощь была в этой оказана в том числе и фондом. Особое внимание уделил и выдаче протезов. А вот каким образом, что через фонд проходит? Вся медицинская помощь также можно получить через вас. И санаторно-курортного, это вы говорили, да? А вот протезы, лекарства... Ну, одним из важнейших наших партнеров, конечно, и в целом по России, в Республике Татарстан является органы здравоохранения. С нашим Министерством здравоохранения Республики Татарстан у нас очень тесное такое сотрудничество, абсолютное взаимопонимание. Есть четкое понимание, каким образом оказывается медицинская помощь нашим как действующим участникам специальной военной операции, так и нашим ветеранам. Достаточно сказать, что на сегодняшний день определены две основные, главные, якорные, скажем так, медицинские организации, где можно будет различного уровня медицинскую помощь получать нашим ветеранам специальной военной операции. Это госпитали для ветеранов войн в городе Казани, в городе Набережные Челны, где вот эта полноценная помощь может быть оказана. Кроме того, решены на сегодняшний день возможные условия для оказания медицинской реабилитации для этой социально значимой категории для нас, ребят. Что касается санаторно-курортного лечения, что касается обеспечения техническими средствами реабилитации, то пока у нас военнослужащие находятся в взаимоотношениях с Министерством обороны, то, соответственно, все эти меры поддержки, прежде всего обеспечение техническими средствами реабилитации, медицинское обслуживание, осуществляется медицинскими органами, военными госпиталями и обеспечение ТСРами, в том числе и высокотехнологичными техническими средствами реабилитации, которые мы очень часто видим, нам показывают и по телевизору эти замечательные сюжеты, осуществляется по линии Министерства обороны. Безусловно, в последующем, после увольнения этих граждан с военной службы, это уже будет предмет заботы социального фонда, с одной стороны, и через фонд «Защитники Отечества» также планируется дополнительное федеральное финансирование на обеспечение техническими средствами реабилитации. Хорошо, спасибо. Сейчас вопрос Гузели Фердаусовне. Всегда, да, мы вспоминаем и Афган, и Чечню. Очень много. Есть такая статистика, верная она или нет, что почти до 60% военных, которые прошли службу боевых в горячих точках, скажем так, вот, в зоне специальной военной операции, потом испытывают, ну, скажем так, посттравматическое стрессовое расстройство. Вот кому... Вот сейчас вы можете уже говорить о том, что да, почти каждому нужно обращаться, и вы готовы оказать эту помощь. С чем приходят, с какими проблемами сталкиваются, и какую помощь вы можете оказать? Симптомы ПТСР, конечно, мы видим. Они же развиваются не сразу, в течение 3-6 месяцев. Постепенно у человека возникают ночные кошмары, так называемые флешбеки, когда он здесь, в настоящем моменте, испытывает те негативные эмоции, которые, возможно, испытал там. Вот. Это и, конечно, так скажем, избегающее поведение, когда человек начинает стараться не бывать в местах, напоминающих о травме. Или синдром так называемый повышенного напряжения, когда и на поведенческом уровне изменяется, так скажем, статус человека. Он становится грубым с своими близкими, враждебным, у него появляется слезливость, напряженность, такая раздражительность. Но это, в принципе, нормальная реакция человека, да? По сути, это нормальная реакция, да. То есть мы смотрим на ухудшение состояния, на появление суицидальных мыслей, появление больше депрессивных мыслей, когда человек замыкается в себе. Не все ярко, активно себя проявляют. То есть так называемые люди-интроверты, они сами в глубине души где-то страдают. Но у них могут проявляться нежелание жить, отрицательное отношение к себе, тоска, пустота. Кому нужно обращаться? Каждому обращаться к психологу нужно. Вот Дмитрий Павлович тоже вернулся. В принципе, желательно через психолога в фонд «Защитника Отечества» обратиться к каждому, либо все-таки наблюдать, и когда какие-то ухудшения ты замечаешь по себе. Хотя сам по себе человек, наверное, редко замечают родственники скорее, да? Но они еще стесняются обращаться. Мужчины, да? Считают, что Дмитрий Павлович, не обращались, наверное? Да. Нет.
Хотя есть такая возможность. Рекомендовано каждому или нет? Рекомендовано все-таки каждому. Не стоит бояться. Это не стигма какая-то. То есть, по крайней мере, честно, в безопасной среде разместить свои эмоции, негативные, положительные. Попробовать проработать, так скажем, есть такие методики, тот опыт, негативный опыт, который он приобрел, обрести новые навыки общения с этим миром. Вот. Какая есть психологическая помощь для членов семей погибших в войнах? Для членов семей погибших мы оказываем всяческую помощь. То есть это люди, которые приходят с утратой, это те, которые обижены на своих близких, что они опять не предупредили и ушли воевать. То есть вопросы, как общаться с человеком, с мужем, с сыном, с братом, который стал грубым, который стал немного таким отстраненным, который общается больше с своими товарищами по WhatsApp, по Skype, которые находятся там, чем, например, с своей семьей. К этому стоит относиться тоже с уважением, с принятием, потому что это мужское нормальное поведение. То есть мужчины должны защищать свою территорию, и у них приоритеты в какой-то степени меняются. Не меняя своей любви к семье, они все-таки выбирают быть защитником. Из вот этой помощи, я так понимаю, это консультация психологов, да? То есть сопровождение психолога. Есть ли какие-то еще дополнительные, если что-то выявляется, более серьезное? Да, конечно. Мы проводим скрининг, так называемый. В процессе беседы, если мы выявляем признаки, которые нужно все-таки лечить, так скажем, медикаментами и другими более сложными психотерапевтическими методами, то у нас есть маршрутизация определенная, мы отправляем к нашим психотерапевтам, и они получают уже такую врачебную помощь. Дмитрий Павлович, насколько на самом деле нужна такая помощь психологическая? Вообще, я сейчас понимаю, что вы сейчас задумываетесь об этом. Да, наверное, нужно, почему нет? Все-таки какой-то груз, наверное, остался. Я думаю, что специалист, наверное, все-таки сможет помочь. В каждом конкретном случае отдельно рассматривать, потому что сейчас не могу обобщить что-то. Наверное, помощь специалиста, любого специалиста в этом фонде, я думаю, будет нужна. И семьям, и самим участникам. Поэтому я думаю, что я и сам, наверное, все-таки обращусь и уже на собственном опыте все равно, может быть, что-то нужно действительно прожить, вдруг будет лучше, то есть... Хуже не будет. Надеюсь, в этой ситуации точно. Да. Я сейчас хочу Ольгу Владимировну спросить. Есть у нас, скайп? Ольга Владимировна, вы сами, похоже, и сами нуждались, в помощи психолога. Сегодня вы сами выступаете скорее в качестве психолога, по многим вопросам. Какие знания помогают? Газель Бисман говорила, что вы прошли обучение и так далее. Либо здесь абсолютно человеческое, потому что вы понимаете, что произошло в этой семье. Особенно я сейчас говорю про семьи, где есть погибшие. Да, совершенно верно. Человеческое обязательно присутствует. Но, однако, нам учеба очень сильно помогла. Я очень многое узнала нового, хотя я сама была бизнес-тренером и проводила тренинги такие, что же психологические, но я очень много нового узнала, как работать именно с тяжелыми психологическими травмами. И сейчас, когда иногда люди к нам обращаются, я уже вижу какие-то моменты, не только я, но и наши все социальные координаторы, у нас 4 человека в Альметьевске работает, и нам эта учеба очень сильно помогла. Мы пользуемся материалами, которые нам дали в учебе, то есть они у нас как подручный материал. Ну и также я очень рада тому, что мы находимся на базе Центра психологической помощи подросткам НУР, и рядом с нами находятся психологи. И то есть, если у нас есть при беседе, мы выявляем, что человеку необходима психологическая помощь, мы очень мягко подводим их, то есть на консультацию. И, так скажем, тут как раз-таки в режиме одного окна очень многие люди, сначала они категорически отказываются от помощи, затем они соглашаются, и были случаи, когда действительно после этого им становилось намного легче. То есть я хочу сказать и спасибо большое и обучению, и нашему психологическому центру НУР. То есть на общественных началах, помогают? Я правильно поняла? Да, на общественных началах, конечно, все это бесплатная абсолютная помощь. То есть и детям, то есть у нас различные психологи есть, и детские, и взрослые. И у нас были случаи, и есть они сейчас присутствуют, когда
к сожалению, бойцы объявляются без вести пропавшими, и очень многие мамы не знают, как сказать об этом. И вот здесь психологи очень мягко и хорошо этому помогают. Я вот несколько консультаций, вернее, я не слышала консультаций, потому что это, соответственно, индивидуальная работа, но после таких консультаций я видела этих людей, и мамы вот нас благодарят, что мы нашли и подобрали такого психолога, и у них совершенно другой взгляд становится. Я думаю, что все-таки вот это, наверное, сейчас одна из самых тяжелых категорий тоже будет людей. Мы редко даже об этом задумываемся, насколько помощь нужна вот всей семье, да, в том числе, наверное, особо и детям. Да, дополню. Дело в том, что вот оказание именно профессиональной, такой высококвалифицированной медико-психологической помощи, она ставится во главу угла оказания медицинской помощи сегодня в целом по России. Достаточно сказать, что вот медицинские психологи, люди с медицинским образованием, работают на базе нашего филиала, да, то есть постоянно условия прикомандирования. Кроме того, конечно же, те психологические службы, которые функционируют в республике, есть. Очень многие помогают на условиях волонтерства. Есть и такие. Вот, пожалуйста, пример, да, безвозмездного оказания психологической помощи. Кроме того, по линии Министерства здравоохранения Республики Татарстан на сегодняшний день готовится команда медицинских психологов, которые специализируются сейчас и проходят специальное обучение, подготовку именно для того, чтобы помогать бойцам, которые возвращаются после специальной военной операции по преодолению вот тех последствий боевой травмы, где-то психологической травмы, которые они получают в ходе военных действий. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Мы продолжаем. У меня вот вопрос к нашему спикеру из Высокогорского района. Марина Анатольевна, вот обращаются в Высокогорском районе, например. Есть ли случаи или в каких случаях вам нужно будет направлять фонд защитников Отечества в Казань, что, может быть, есть такой вариант, что вы не в состоянии, не можете оказать всю ту помощь, либо не решить те вопросы, либо настолько все выстроено, что нет такой необходимости ездить из района в столицу? Нет, такого не было, по крайней мере. Мы обслуживаем не только Высокогорский район, также Арский и Апинский район за нами закреплены. Сколько человек у вас там работает, чтобы вот, все 3 района всем помочь? 2 соцкоординатора. Еще раз? 2 человека. 2 человека. Но пока достаточно, да? Так понимаю? Да. Остальные волонтеры. Я так понимаю, Любицына? Еще один момент, тоже обращаясь к просьбе Рустама Минниханова по увековечению памяти героев. В субботу также на совещании об этом говорил. Очень много ребят, действительно, которые награждены и посмертное звание Героя России, и есть, слава богу, есть живые, очень много тех, кто награжден орденом мужества. Вот каким образом фонд сотрудничает с Министерством по делам молодежи? Я думаю, что все-таки эти проекты в большей степени, да, по вашей линии, потому что это вопрос ведь в этой ситуации из патриотического воспитания молодежи. Гузель Любицына и Айгуль Азатовна. Увековечивание памяти героев, конечно, одно из направлений деятельности нашего фонда. Также достаточно сказать, что в Республике Татарстан 7 героев России, это наши земляки, которые удостоены этих званий за участие в специальной военной операции. К сожалению, 4 из этих ребят, они достойны этого звания посмертно. И вот увековечение их памяти на сегодняшний день одно из таких важных, наверное, направлений нашей деятельности. В чем это заключается? Это присвоение имени этих ребят соответствующим улицам, школам. Первый опыт уже такой есть в городе Казани. 1 сентября мы надеемся, что будем в Лениногорской школе, которой будет присвоено имя Дамира Исламова, нашего героя-танкиста. Кроме того, изготовление надгробий сегодня на местах захоронения этих ребят, это тоже сфера ответственности Республики Татарстан, сфера ответственности федерального центра. Это осуществляется за счет федеральных денег, но организуется полностью Республика Татарстан. Какая помощь Министерства молодежи в этом С Министерством молодежи мы взаимодействуем в большей степени по патриотическому воспитанию нашей молодежи, потому что для наших ветеранов тоже очень важно, да, вот одним из элементов возвращения к мирной, нормальной, хорошей жизни, это
получение уважения, да, по отношению к себе, да, вот этого, да, оценки их вклада в то, что они сегодня делают. И сегодня мы уже начали достаточно активно совместно с Министерством по делам молодежи работу, да? выезжать к детям и выезжать в лагеря с нашими ветеранами. Потому что ближе к концу здесь мы уже идем. действительно, вот как Гузель Любисовна сказала, у нас органичное такое взаимодействие получилось, и, наверное, даже было мудрым решением, то, что Фонд защитники Отечества, вот центральный офис, он именно расположился в ДК «Химиков», в нашем молодежном центре, где изначально располагался штаб «Мы вместе», на базе которого и возникло движение «Ердам Енаша», которое вот с первых дней, когда частичная мобилизация была объявлена, вокруг которого сплотилось население республики и все общественные движения. И когда уже был учрежден официальный Фонд защитники Отечества, вот все эти наработки, которые у нас есть, все эти контакты с семьями, с нашими волонтерами, координаторами, они как раз-таки вот плавно перетекли. И многие среди тех координаторов, кураторов, которые сегодня работают в Фонде защитники Отечества, они как раз-таки начинали свою работу в нашем движении «Ердам Енаша», с которым мы тесно взаимодействовали все эти дни. И в рамках вот патриотического воспитания, которое мы активно проводим, здесь, конечно же, вот во всех, на базе молодежных центров у нас совместно проводятся мероприятия. Мы приглашаем ребят, которые возвращаются в отпуска или вот находятся на реабилитации, встречаемся. У нас и главы администрации, главы районов тоже вот совместные встречи проводим. Вот знаю, у нас буквально на следующей неделе, 1 августа, на базе Республиканского центра «Патриот» состоится очередная такая встреча, где с детьми, которые проходят смену начальной военной подготовки в рамках уроков ОБЖ, как раз-таки туда приедут ребята, и они пообщаются и обменяются мнениями, потому что у ребят есть множество вопросов, которые они хотят задать. Это непосредственным участникам. Да, да. Хорошо, спасибо. Примерно понятно, что 3 минуты, по-моему, там до конца. Гузель Любисовна, у меня вот еще маленький, короткий ответ желательно. Мне кажется, нужно все-таки восстановить в определенной степени историческую справедливость, и чтобы фонд оказывал помощь не только участникам, ветеранам СВО, а всем имеющим статус участника, ветеранам боевых действий. Рассматривается этот вариант или нет? Вы знаете, на сегодняшний день пока что фонд сосредоточен на оказании помощи ветеранам специальной военной операции. В перспективе проговаривается вопрос, что вполне возможно все участники боевых действий, различных военных конфликтов и так далее также пойдут под крыло нашего фонда. Хорошо. В завершении вот несколько человек, наверное, успеют сказать какие-то свои обращения. Вот, Дмитрий Павлович, хотел с вас, вот если бы была сейчас возможность обратиться к своим сослуживцам, тем, кто там, к членам семей, возможно, погибших, возможно, тех, у кого сегодня находятся там, на передовой, их мужья, что бы сказали? Ну, касательно работы фонда, то есть это та организация созданная, которая реально поможет решить какие-то их проблемы. Обратиться туда можно легко и свободно, и никто еще никому не отказал. Я думаю, любая проблема семей либо самих участников данным фондом будет решена в кратчайшие сроки и качественно. Спасибо, Гузель. Испытывать негативные эмоции – это нормальные человеческие, так скажем, проявления. Невозможно полностью избавиться от горечи утраты, невозможно полностью забыть те ситуации, может быть, негативные, которые человек испытывал, будучи в зоне СВО. Но можно научиться вместе с психологами и другими специалистами снизить эту интенсивность, снизить страдания, и поэтому, я думаю, стоит обращаться за профессиональной помощью. Ольга Владимировна, я хочу, чтобы вы тоже обратились. Вот насколько, что вам хотелось бы сегодня сказать? Я бы хотела сказать, чтобы люди действительно не боялись к нам обращаться. Мы всегда на вашей стороне. Мы будем поддерживать вас и, так скажем, представлять ваши интересы в любом ведомстве. Поэтому приходите к нам в наш центр. Мы всегда будем рады вам помочь. И еще я хотела бы поблагодарить наши все ведомства нашего города. Очень тесно мы с ними работаем, и действительно все идут на контакт, и проблемы решаются очень быстро. Спасибо большое всем. Гузель Любисовна, тоже в завершении, вот вам, наверное, последнее такое слово в сегодняшней программе. Мы сейчас живем в уникальное историческое время. Время, когда мир меняется каждый день. Но это еще и время героев. И, наверное, вот та забота, уважение, справедливость, которую мы должны проявить по отношению к этим нашим героям, является главным слоганом и лозунгом деятельности Фонда «Защитники Отечества».
Я хочу поблагодарить всех участников сегодняшней программы. Надеюсь, мы донесли достаточно полную информацию до тех, кто сегодня нуждается в помощи, не знает, где ее получить. Я надеюсь, что вы справитесь со всем объемом этой информации, да, что отладятся, наверное, все остальные механизмы, и все равно фонд будет развиваться дальше. Хотела поблагодарить каждого из вас за работу в этом направлении. Это сегодня тоже особо ценно. Тем более волонтеры, те, кто занимается этим на общественных началах, и учитывая, что мы понимаем, что у вас много и таких сотрудников в том числе. Поэтому благодарность всем тем, кто занимается этим делом. Я бы хотела сказать, что в этом новом сезоне «Точка опоры» со следующей недели, с 3 августа, будет выходить в новое время, в 17:30. Будет сразу прямой эфир, часовой прямой эфир. Поэтому не теряйте нас, включайте телевизор немного раньше. Всего доброго, до свидания.